На этой неделе Сосногорск стал образовательной площадкой для желающих открыть свое дело. Двухдневный мастер-класс провел начальник управления по торгам и закупкам торгово-промышленной палаты Коми Андрей Макарский. С каждым годом участие в госзакупках становится более доступным как для предпринимателей, так и для физических лиц. Чтобы быть поставщиком товаров и услуг, нужно владеть базовыми знаниями работы на торговых площадках. В первую очередь это стоит задача правительства повысить количество малых предприятий, которые принимают участие в госзакупках. Есть предположение, что наши предприятия, малые предприятия, не принимают участие только потому, что они не знают, как пользоваться, как участвовать в закупках, не знают законодательства. И вот для того, чтобы решить этот вопрос, мы ездим по республике и даем мастер-класс. В мастер-классе приняли участие 20 предпринимателей района. Первый день теоретический. Андрей Макарский познакомил своих подопечных со школой поставщика государственных и муниципальных услуг. Каким законодательством регламентируются закупки, что нужно знать поставщику услуг и товаров, какие бывают виды закупок и чем они отличаются. На эти и другие вопросы слушатели мастер-класса получили исчерпывающие ответы. Очень хочется шагать со временем в ногу. Сейчас очень много изменений, и время не стоит на месте, и очень много изменений в торговле, и в правилах торговли, и вообще в системе торговли, вообще во всем мире, как говорится, везде. Поэтому, чтобы быть на плаву и чтобы успевать в ногу со временем, нужно обязательно учиться. Сейчас все компьютеризировано, все идет через интернет. Торговля тоже в основном вся идет через интернет. Вот эти новые законы, которые обязывают многие предприятия работать по закону 44-му, они обязывают нас учиться. Вот за этим мы сюда и пришли. Мы пришли учиться. Второй день обучения – практические занятия на специальной учебной электронной площадке. Предприниматели прошли все этапы работы – от подачи заявки до подписания контракта. Первокурсникам Сосногорского технологического техникума рассказали об ответственности за совершение различных правонарушений. Сотрудники полиции довели до сведения воспитанников образовательного учреждения информацию об условиях постановки подростка на учет в отдел по делам несовершеннолетних и о том, какими последствиями для него это обернется. Также студентам рассказали о вреде наркотических средств и о видах наказаний, предусмотренных за распространение и употребление наркотиков. Основная цель данных мероприятий – это не допустить, спрофилактировать и донести до подростков меры ответственности, те, которые предусмотрены законом Российской Федерации. На сегодняшний день на учете в отделе по делам несовершеннолетних состоят 116 подростков, причем некоторые из них уже имеют судимость. При этом количество юных правонарушителей продолжает расти. В целом в этом году мы наблюдаем отрицательную динамику роста преступлений, совершенных несовершеннолетними. Поэтому данные мероприятия, я считаю, они очень необходимы и нужны для подрастающей молодежи. Как отметили сотрудники полиции, подобные встречи состоятся и в других образовательных учреждениях Сосногорска. Ближайшая запланирована со студентами железнодорожного техникума. В 2016 году Сосногорской транспортной прокуратурой было возбуждено 3 уголовных дела по факту совершения коррупционных действий. Субъектами 2 эпизодов стали пассажиры поезда дальнего следования. Мужчины распивали спиртные напитки, совершая таким образом административное правонарушение. Застолье пресекли сотрудники полиции. С составлением протокола нетрезвые путешественники не согласились и предложили решить вопрос на месте. В результате административное дело превратилось в уголовное. Сотрудники полиции, в свою очередь, сообщили сразу в дежурную часть и, соответственно, оформили все как полагается, составили рапорт и были возбуждены уголовные дела. Данные уголовные дела были прокуратурой направлены в суд. По результатам судебного рассмотрения лица уже были привлечены не как к административному наказанию в виде 1000 рублей, 2000 рублей, а было назначено наказание в виде 25 тысяч рублей и 30 тысяч рублей. И кроме того, у людей еще судимость теперь имеется. Сотрудники прокуратуры напоминают, что за преступления, предусмотренные 291 статьей Уголовного кодекса, можно поплатиться не только рублем, но и свободой. Впрочем, в определенных ситуациях можно рассчитывать и на смягчение наказания. Если имеет место вымогательство, взятки со стороны сотрудников полиции,
Или лицо добровольно после дачи взятки сообщило, соответственно, в орган, имеющий право возбудить уголовные дела, то есть Следственный комитет Российской Федерации. Если сообщил, то лицо подлежит освобождению, освобождается от уголовной ответственности. Также в 2016 году Сосногорской транспортной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту присвоения имущества с использованием своего служебного положения руководителем одного из структурных подразделений РЖД. Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асия-К» представил жителям Сосногорска свою новую концертную программу «Под небом России». Программа основана на музыкальном, песенном и танцевальном материале центрального и северо-западного регионов России и показывает разные пласты богатейшей русской самобытной культуры. Популярные русские народные песни, лирические и плясовые, чередуются с частушками. В концерте прозвучали оригинальные музыкальные номера с игрой на традиционных инструментах. А танцевальная группа исполнила лирические хороводы, кадрили, игровые и плясовые танцевальные композиции. Стоит отметить, что концертная деятельность в отремонтированном Доме культуры «Горизонт» продолжает набирать обороты. Так, обновленный концертный зал уже принимал несколько общегородских мероприятий, которые прошли при полном аншлаге. 29 октября в 11 часов в Сосногорске состоится митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, отмечаемый в стране 30 октября. Мероприятие пройдет в сквере по улице Лесной. В календаре памятных дат нашего государства есть дни, которые невозможно обойти вниманием. Республика Коми стала одним из островов архипелага ГУЛАГ, в лагерях которого содержались сотни тысяч заключенных. В этот день по всей стране у мемориалов и памятников проходят церемонии возложения цветов и митинги. А 30 октября все жители Сосногорского района могут присоединиться к акции «Зажги свечу». Ровно в 19 часов все участники акции зажгут свечу памяти в своих домах.